Автомобили. Современный мир без них представить невозможно. Они возят нас из пункта А в пункт Б. И не только нас, но и самые разные грузы. Им не свойственно уставать, и они готовы проехать тысячи километров. Но часто водители просто забывают о ремонте и обслуживании своего жильца. Или забивают. Что бывает, когда на дороге появляется неисправный автомобиль? И в какие неприятности это может вылиться, смотрите далее. Здравствуйте, с вами Анжела Андреева. И Илья Сергеев. Вы смотрите путевую передачу. Поехали! В чем главная причина аварийности на дорогах? Огромную роль играет и сам человеческий фактор, и банальное пренебрежение правилами дорожного движения. Однако наряду с этим виновниками ДТП становятся неисправные автомобили. Многие водители не придают значению стуков подвески, горящей лампочки на приборной панели и постороннему шуму из-под капота. Едет и ладно. Но если вовремя не обратить внимание на подобные симптомы, может случиться непоправимое. Если вы где-то получаете ушиб, и он долгое время продолжает болеть, то приходится идти к врачу. Также и с машиной. И нужен уже не врач, а автослесарь. Разберем несколько банальных причин, которые могут привести к роковым событиям. К примеру, стук в передней подвеске. Откуда? Непонятно. Главные причины – это шаровая опора, ступичный подшипник, стабилизатор или рулевой наконечник. Неисправная запчасть не выйдет из строя моментально, но практически со 100% вероятностью сделает это внезапно. И страшно подумать, к чему приводят подобные последствия. Если оборвет или вырвет изношенный рулевой наконечник из гнезда, контроль над машиной будет утерян. Самое страшное, такое часто случается на трассе, когда автомобиль проезжает неровность и деталь не выдерживает ударной нагрузки. Второй пример – это обрыв ремня ГРМ. В лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем его может просто заклинить. При этом органы управления, такие как руль и педаль тормоза, останутся в рабочем состоянии, но станут очень тугими. Неподготовленному водителю будет сложно адаптироваться быстро, а иногда все решает секунда. Частая причина ДТП – отказ тормозов. При их отказе автомобиль превращается в реактивный снаряд, особенно если это многотонный грузовик. А при нарушении развала схождения колес машина будет тянуть в сторону. Расслабился на секунду, а ты уже на встречке или в кювете. The car alignment is one of the most important things to keep the car driving safe. Сход-развал – одно из самых приоритетных и важных условий, необходимых для точной и безопасной управляемости при движении на автомобиле. В нашем сервисе есть самое современное оборудование с новейшей технологией трехмерного измерения для точной установки развала схождения колес, что обеспечит прямолинейное и безопасное управление в поездках. Есть и добросовестные водители, которые периодически загоняют в сервис свой автомобиль. Зато тут на пути могут стать недобросовестные автослесари. Одни могут не протянуть болт, или наоборот, перетянуть и сорвать резьбу. Другие предложить из-под полы свою запчасть. В разы дешевле, но неизвестно с какой историей, или вообще втихаря поставить вместо приобретенной клиентом. Проблемы есть и на рынке автозапчастей. Количество производителей стремится к бесконечности. От именитых фирм до небольших кооперативов. Покупать фирменную деталь всегда дорого, поэтому водители, экономя средства, покупают то, что подешевле. Но на таком производстве нет технического контроля и качественного сырья. Ресурс таких запчастей в разы ниже, а надежность оставляет желать лучшего. И само собой подделки, которые выдают себя за оригинальную и качественную запчасть. Они опаснее даже дешевой копии, но распознать их еще сложнее. Отправляясь в поездку, даже в магазин, всегда проверяйте основные узлы автомобиля. Заведите автомобиль. И прислушайтесь, нет ли посторонних шумов, стука, свиста или скрипа. Нажмите на педаль тормоза. Не изменился ли ее характер, нет ли провалов. Покачайте рулем, обратите внимание на стуки и посторонние щелчки. Убедитесь, что вся световая индикация работает исправно. Хотя бы раз в неделю заглядывайте под капот и проверяйте уровень всех технических жидкостей.
антифриз, тормозная жидкость и бачок сцепления, масло в двигателе и гидроусилители руля. Осмотрите пространство, нет ли обгоревших проводов, подтеков или трещин. В движении прислушайтесь к ходовой, стуки, скрипы, громыхание, биение. Все это признаки изношенных деталей, которые в скорейшем времени требуют ремонта или замены. После длительной стоянки загляните под машину. Посмотрите, нет ли масляных, топливных и других пятен под ней. Оцените давление в шинах, хотя бы визуально. И всегда соблюдайте сроки технического обслуживания. Не пытайтесь выжать из уставших деталей максимум. Они могут подвести в самый неподходящий момент. Покупайте запчасти проверенных производителей в надежных магазинах. Ремонтируйте автомобиль только в специализированных сервисных центрах, у специалистов, имеющих квалификацию. В этом вам поможет автосервис Барс. Проверенные ребята с отличной квалификацией и большим опытом работы. А также сход-развал с технологией 3D, кузовной ремонт любой сложности и лечение трещин на лобовых стеклах, автомойка и химчистка салона. Все это по адресу улица Свободы, 26, за мегацентром. Им можно доверять. Железный конь отблагодарит вас долгой и надежной работой. Привет. Что делаешь? Привет. Пишу напоминалки. Желтый на понедельник, зеленая на вторник. Ну а розовая на четверг. Все просто и понятно. Цветное, красивенькое. Цветное. Когда нужно снять колесо, мы часто путаемся, какой стороной ключа нужно откручивать болт. Решение очень простое. Отметьте нужную сторону баллонника цветом. Например, оберните изолентой. Так вы сразу будете видеть, каким концом крутить болты. То же самое касается и гаечных ключей в ящике. Оберните их изолентой разных цветов в зависимости от размера, а самые популярные выделите особым цветом. Так вы будете искать ключи значительно меньше. Послушав тебя, мне даже стало немного страшно. Разобрать целый автомобиль. Главное, ничего не растерять и суметь собрать обратно. Так ведь еще и покрасить нужно. Но не только покрасить, но еще и заменить некоторые кузовные детали. Для этого кузов, как было сказано ранее, был отбуксирован в малярку, и уже там мастер принялся за свое дело. Сам я этого сделать не мог. Не было ни опыта, ни знаний, ни условий. А хотел сделать хорошо. Дело это не быстрое, поэтому автомобиль простоял в покраске более месяца. Переваривались передние крылья и панель радиатора. В простонародье телевизор, конечно, пороги и задняя часть, правое крыло и юбка. Все вмятины были выправлены, отшлифованы и зашпатлеваны. Автомобиль не был серьезным ДТП, но, видимо, несколько раз получал незначительные удары, после чего сбитое покрытие покрывалось краской из банки при помощи кисточки. До чего ж греха таить, я и сам по неопытности как раз таки когда-то замял правое крыло. Да, качество нового железа, мягко говоря, было не очень, и чтобы его сохранить, требовался очень хороший грунт и краска. Все лакокрасочное покрытие приобреталось от самых ведущих фирм, цвет подбирался в соответствии со старой краской, но немного ярче. Получилось очень здорово. Слушаю тебя, и становится все интереснее и интереснее. Наверное, оставалось ее просто собрать. Но не торопись с выводами. Работы было еще очень много, но об этом я расскажу уже в следующей программе. Остались вопросы или есть предложения? Звоните к нам в студию по указанному номеру, пишите на e-mail или группу ВКонтакте. До встречи в путевой Путевой передаче «Удачи на дорогах».